В месяц Раджаб для нас есть таинственный подарок. И это 27-я ночь данного месяца. Мы знаем, что она ознаменована великим событием. Это перенесение и вознесение ко Всевышнему Создателю, пророку Мухаммада, мир ему и благословение Создателя. В эту ночь, месяца Раджаб, Всевышним было отправлено 3 ангела. Это Джабраиль, Микаиль и Исрафиль. Эти ангелы аккуратно и нежно подхватили пророка и перенесли его в местность около Каабы. Затем они перенесли его в место около Замзама, этого святого чистого источника, где почистили святое сердце пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Затем Джабраиль привел удивительное животное по имени Бурак. Оно было схоже с лошадью, но имело крылья. Данное животное было избрано удивительным путем. Джабраиль, когда он пришел к месту, где паслись множество подобных животных, целый табун, и выбирая специально для пророка, для его вознесения особенные из них, он увидел, что одно животное тоскует, в то время как другие кормятся и бегают, прыгают, радуются. И он спросил: «А чего ты тоскуешь?» И это животное сказало, что она как-то видела имя Мухаммад, и после этого прониклась любовью к нему, и не могу ни есть, ни спать. И вот так тосковала по этому имени, по имени пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Именно это животное из всего табуна было выбрано для вознесения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Когда привели это животное Бурак, и пророк увидел это удивительное создание, оно прыгало, бегало, ведь было диким. Мы знаем, что дикая лошадь впервые до обуздания, каким она бывает, таким и был Бурак. И тогда Джабриль сказал: «О Бурак, не стесняешься ли ты пророка?» И тогда животное остановилось, и от стеснения перед ним Бурак вспотел. И тогда он усмирился, и пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сел на это животное, и с Джабрилем они перенеслись в Иерусалим. В Иерусалиме пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был имамом для всех пророков. Все пророки, посланные Всевышним Аллахом, они стояли в молитве, в коллективной молитве за пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. После молитвы он спросил Джибриля: кто они? И он сказал: это все пророки. Среди них были такие известные святые пророки, как Муса, как Айса, которые известны в других конфессиях, как Моисей и Иисус. Они молились за пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. После этого пророк был вознесен на небеса на этом удивительном животном Бурак. И при вознесении нашему господину пророку Мухаммаду, мир ему, благословение Всевышнего, был показан и рай, и ад. И когда они проходили, он услышал благоухающий запах из одного из ущелий, приятный голос. И тогда он спросил: «О Джибриль, что это за удивительный голос?» Джибриль сказал: «Это голос рая». И тогда этот голос рая, он взывал: «О мой Господь, поистине я переполнен благами, этот транспорт, эти дома, эти красоты, для кого они? Кто же они, которые будут пребывать во мне?» Говорил рай, взывая к Господу. И это слышал наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И тогда Всевышний ответил раю, что поистине все будут пребывать мои рабы, которые поклонялись мне, рабы, которые подчинялись мне, которые творили благое, которые имели красивый, хороший характер. И тогда рай сказал: я доволен этим. И также он увидел и ад, увидел людей, которые были наказаны, увидел людей, которые были поощрены и награждены за свои благие поступки. И так пророк, алейхиссалату вассалям, он дошел до местности, называемой Сидратуль Мунтаха. Эта местность, это та грань, та окраина, на которой не ступала нога ангела даже. И тогда Джибриль, алейхиссалям, сказал: «О Мухаммад, далее ты ступай один, поистине это не то место, где мне дозволено пребывать». И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, он дошел за Сидратуль Мунтаха, дошел до такого места, где не осталось преграды между Всевышним и нашим пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, мы с вами часто слышим, что люди говорят: откуда мы знаем, что там, в потустороннем мире, кто там был, кто об этом рассказывал, кто оттуда вернулся.
Я Аллах, мы же знаем, что пророк наш Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он там был, он все это видел, он вернулся и нам с вами это рассказал. Его называли в те времена Амин, Садик, доверенный, правдивый. Ему даже враги доверяли свое имущество. И если нашему пророку, алейхиссалату вассалям, не доверять, не верить, то кому нам вообще верить в этом мире? И мы понимаем, что он до нас донес, и он является таким чистым источником, который донес до нас эту правду о нашей религии, эту истину. И когда он предстал перед Всевышним Создателем, из-за красоты Всевышнего Аллаха он пал ниц в земной поклон. И настолько был красив его земной поклон, настолько было его чисто его сердце, что Всевышний Аллах Субхану Тааля, он сказал: «О Мухаммад, чего ты желаешь?» И тогда наш пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал: «Я желаю это состояние, о Аллах, это состояние сохранить в своем сердце, и также, чтобы это же состояние было у моего уммата». И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, Всевышнему сказал: «Ат-тахияту лилляхи вассалавату ват-тайбат». Все блага, все поклонения, все для тебя, о Аллах, он сказал Всевышнему. Тогда Всевышний его поприветствовал: «Ассаляму алейка, айюхан набий ва рахматуллах». И мир тебе и приветствие, о пророк. И тогда пророк сказал: «Ассаляму алейна ва аля абадаллахи салихин». И тогда пророк, думая о нас, вспоминая нас с вами, дорогие братья и сестры, он сказал: «Не только мне, о Аллах, мир нам всем, моим братьям, моим сестрам, им тоже мир, о Аллах, он за нас просил, и праведным твоим рабам», сказал пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Этот ат-тахият, когда мы читаем молитвы, дорогие братья и сестры, мы должны понимать, что это частичка того общения с Создателем нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если мы будем понимать это, наше сердце будет таять в нашей молитве. И тогда Всевышний Аллах сказал: «Сохранением этого состояния в тебе и в сердцах твоего уммата, сказал Всевышний Аллах, будет молитва». И именно в эту ночь, 27-ю ночь месяца Раджаб, нам была подарена молитва. И эта молитва, мы с вами должны понимать, что это общение с Создателем. Это тот красивый диалог, который произошел за границами Сидратуль Мунтаха, куда не ступала нога ангела. Нам подарен такой подарок, нам дан Всевышним Аллахом такой честью мы достойны, дорогие братья и сестры. Давайте же в эту ночь, 27-ю ночь месяца Раджаб, мы оживим ее поклонением. И давайте тот подарок, ту молитву, которая нам была дарована Всевышним Создателем за пределами Сидратуль Мунтаха, через нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, давайте ее беречь. И в нашем ценностном мире давайте мы эту молитву возведем на самое почтенное, на самое высокое место.